Всем привет, кто смотрит это видео. Я хочу показать, каким образом можно набирать серебро с помощью японского танка. Это проверка. Я сам хочу удостовериться в том, что на этом танке можно как-то еще зарабатывать серебро. Я сам игрок средний, поэтому думаю, что это видео пригодится всем, кто играет не очень хорошо, но и не очень плохо. У кого есть довольно-таки какой-то опыт игры, но кто, возможно, еще не знает японский танк. Вот этот вот. Это Чайхи, средний танк 4 уровня. Но на данный момент у меня серебра 20163. И я хочу провести 10 боев и посмотреть, сколько можно же за эти 10 боев наработать серебра. Ну, давайте поехали. Я сейчас первую игру проведу такой показной вариант, но имеется в виду как показной вариант того, что я действительно это проверил на самом деле. Первую игру я запишу, а потом остальные игры я дам реплеи в архиве, если кому интересно будет, но действительно посмотреть, вот так ли это или нет, то в архиве дам ссылку на архив реплеев. Ну а первая игра, она будет такая вот проверочная игра на то, что сколько же здесь можно заработать. Ну, обычно Чайхи он кидает сразу на 4-5 уровня, но и бывает, что и с 6 уровнями танками приходится играть. У меня тут стоит пушка, у нее урон где-то 110, на уровне 110. Ну, в общем, мы поехали. Многим этот танк не нравится, говорят, что это картон. Ну, возможно, действительно так. Я вот как-то пока еще не проникся, скажем так, симпатией к этому танку. Ну и, в общем, наигрываю, дошел до 4 уровня и для себя отрабатываю японскую ветку. Танк довольно такой подвижный, но его быстро сбивают, конечно. А что мне нравится, ну, на 4-5 уровнях, даже если вы уйдете, ну, даже если проиграете, то где-то сделав, ну, подбив 2-3 раза, сделав 2-3 пробития, то у вас уже есть, вы выйдете все равно в плюсы. Вот в этом смысле здесь как бы удобно. Это, конечно, не 3-й уровень, не 8-й уровень. Я играю еще на 8-м уровне с ИСом 3, но там, конечно, заработать серебро. Я, допустим, не умею зарабатывать на ИСе серебро. А вот здесь можно заработать. Да, вот сейчас у меня добивает, но у меня всего пока 2 пробития, 205 очей. Потом посмотрим по результату, сколько-то выйдет. Давайте я отойду назад, чтобы подольше поиграть, а то я так чувствую, меня тут могут сейчас быстренько забрать и поиграть даже не успею. Ну да, тем более тут еще такой серьезный танк. Есть пробитие. Успели еще одно пробитие сделать. Но сейчас наверняка нас подобьют. Ага, мы остались еще живых пока. Так, ну давайте чуть-чуть подождем. Там КВ-1 идет, он такой серьезный танк, но я, наверное, все же отойду чуть-чуть назад. Все же хочется проверить,
Сколько я могу тут набить очей? КВ-1, конечно, я не пробью сейчас. Да, меня тут, короче, подобрали. Ну что, будем ждать. Ждать конца игры. Я отключусь, наверное, и сразу перейду уже к финалу. Ну, в общем, в финале мы сейчас смотрим, нам нанесли поражение. И смотрим. В итоге мы заработали чистыми 4430 серебра. Это в случае поражения. Всего у нас 320 очей и опыта немного. Ну вот таким образом мы теперь посмотрим остальные 9 игр по завершении, и потом мы посмотрим общий результат. Мы проиграли 10 игр и смотрим на наши результаты. В начале тестовой игры у нас было серебра 20 тысяч, а сейчас здесь 55 тысяч. И в общем получилось, что за 10 игр набрал всего 35 тысяч серебра. Ну вот такие вот результаты. Они, конечно, очень скромны. И мой уровень, я еще раз говорю, он такой средний уровень. И, конечно, еще экипаж не прокачан и все такое. Давайте теперь мы посмотрим следующий тест, но уже на другом танке, на танке 6 уровня, КВ-85. Вот этот уровень. И давайте мы сейчас также проведем такой пробный бой. Не показательный, а пробный бой. И это будет первая наша тестовая игра на КВ-85. И наша задача также посмотреть, сколько серебра можно заработать на этом танке в течение 10 игр. И на данный момент сейчас у нас в наличии 55 тысяч с половиной серебра. Ну, давайте начнем. КВ-85 6 уровня. Но это танк, конечно, он более серьезный уже, нежели 4 уровня, японский вариант. И мы сейчас посмотрим, как у нас пойдет дело здесь с этим танком. Ну, что хочется сказать лично от себя. Конечно, мне этот танк нравится больше, и я его держу у себя в ангаре. Ну, потому что на нем кататься легко, но я как-то к нему привык. Он уже относительно того, что японский вариант, он уже прокачан. Бой начинается. И тут есть у него разные возможности. Ну, имеется в виду про пушку. С его пушкой можно играть даже на 7-м, на 8-м уровнях и поражать эти танки. Ну, давайте мы сейчас будем отсматривать наши возможности с 6 уровня. Я пошел налево, не знаю почему, но привычка не привычка. У каждого, видимо, свои излюбленные стили ведения игры. Кто-то чаще ходит влево, кто-то вправо, кто-то посередине, ну и так далее. Иначе говоря, у каждого наверняка есть какие-то свои приемы, где он лучше себя чувствует. Конечно, пробитие и количество урона на 6 уровне больше, чем на 4, это понятно. Ну и мы сейчас
Сейчас посмотрим, как мы сыграем здесь. Там уже пытается захватить наш лагерь, но вроде бы есть кому там отбиваться. Хотя, черт его знает, можно и проиграть. Так, не попал. Уничтожен. Угу, теперь попали. Так. Есть пробитие. Попали по колесу. Броня не пробита. Ну, блин, ага. Нам помешали еще раз по гуслям стрельнуть. Ну ладно. Так, я тут излишне суечусь, конечно. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Есть пробитие. Так, у меня тут подранили. Ну, вроде бы. Сейчас мы. Да, мы подобрали еще один танчик. Ну, поехали дальше. Ну и в общем у нас получилось 1108 урона пока. Ну и наверняка уже больше добрать не сможем. Хотя у них еще осталось 2 единицы техники. Но сумеем ли мы еще там себе набрать кое-что? Возможности есть. Если кто-то опередит нас, конечно. Ага, он еще по мне пуляет, ну, в общем, да. Нас опередили, в общем-то. Было желание его подобрать. Так, ну, единственный танк остался. Его там должны, по-моему, сейчас поставить на место, что называется. И, в общем, игра должна завершиться в нашу пользу. Все, да. Итак, игра завершена. Мы тут заработали 1108 урона противнику. Ну и вот результаты игры. Мы чистыми заработали 14 683. Это с одной игры. Что у нас не получилось с японским танком. Почему-то я там так и не смог освоиться с этим танком. Ну и вот командная игра тоже довольно-таки неплохая. В топе первой пятерки или первой тройки. Это первая игра, первая тестовая игра. Вы посмотрели, как играется на КВ-85. Ну и остальные 9 видео я также запишу в реплее. И если кому будет интересно, можно будет посмотреть эти примеры уже с архива. А пока я завершаю вот это видео и потом посмотрим результаты уже. Ну а на данный момент после первой игры у нас 70 тысяч серебра. Давайте подведем итоги нашей игры. Отыграли 10 тестовых игр. И вот что получилось. В ангаре у нас сейчас 114 тысяч серебра. А было 55 тысяч, когда мы начинали играть на КВ-85.
И таким образом за 10 игр мы заработали чистыми где-то 60 тысяч серебра. Давайте взглянем на картинки. Я хочу показать, как я играл. Это первая игра, она на видео есть. Так, это вторая игра с тяжелым поражением. Всего 1000 начисления. Следующая игра. Чистыми начислили 5 с лишним тысяч. Ну и так далее. Здесь чистыми начислили 4, почти 5000. Здесь тоже поражение, около 4000 начислили. Тут также 7500. Здесь около 10 тысяч. Тут поражение 825, но в минус не ушел. Так, здесь 1700, тоже не очень удачно. Вот тут 8 с лишним тысяч. Но что хочу сказать, почти во всех играх меня подбивали. Я не доигрывал, и выживание было практически мизерно. Часть игр, где-то в одном или двух играх только всего. Таким образом можно подытожить следующее, что на КВ-85, конечно же, можно наиграть больше, чем на танке 4 уровня. В данном случае это был у меня предыдущий танк, был японской ветки 4 уровня. Давайте теперь посмотрим следующий танк. ИС-3. Это танк 8 уровня. Тут я заряжу пушку, наверняка сейчас поставлю самый лучший вариант с лучшим уроном, то есть 390-530 в разбеге, да, но не больше 530 урона. И пробиваемость 225, 265, 68. Что нужно сказать? Здесь один снаряд, один выстрел стоит 1025 рублей. Но, в общем-то, это дорогое удовольствие на самом деле. И, конечно, на ИС-3 попытаться собрать серебро, ну, у меня лично, откровенно говоря, получается очень плохо или почти не получается. И давайте посмотрим, что у нас будет за 10 игр, которые у нас за 10 тестовых игр, которые я сейчас попытаюсь пройти и еще раз сравнить возможности разных танков. Ну, давайте опять посмотрим пробный вариант ИС-3. Я вот еще раз подчеркиваю, что на ИС-3 я практически не зарабатываю и очень часто ухожу в минус, причем в глубокий такой минус, по 5-10 тысяч иногда. Но давайте посмотрим. Я еще раз повторяю, что я средний игрок, я не топовый игрок, поэтому эти данные или мои данные или игроков моего уровня много, и поэтому они примерно должны понимать, какова реальность или возможная реальность будет их. ИС-3 довольно хороший танк, он мне лично нравится. Это других я немного играл, не во все танки, я развивал только ветки СССР наилучшим образом. И вот ИС-3 он один из таких лучших. Какие танки мне понравились? КВ-2 тоже довольно-таки неплохой танк. У него очень хороший урон, но очень мало подвижен. ИС, ну, вообще танки серии ИС, они мне нравятся как-то больше. Ну, давайте мы, наверное, сейчас поедем налево. Искать удачи. Этот танк у меня прокачан, имеется в виду. Здесь все возможности, все оборудование уже поставлено как следует. Но экипаж еще прокачан не самым лучшим образом. Попадать, то есть если правильно прицеливаться, танк стреляет довольно прицельно, и иногда даже вот по башне можно им мотузить конкретно.
видите, попал, но не пробило, меня пробили. Это мне арта подбирает. Тут арта очень великое дело. Когда кто-то умеет играть на арте, это шикарно. Я не попал, но довольно прицельная стрельба из третьего. Надо уметь, конечно, играть, это ясно. Что руки и мозги это в первую очередь нужны любому игроку. Навыки игры все приходят с опытом, реально. Кому-то опыт помогает больше, кому-то меньше. То есть кому-то меньше времени понадобится для определенного опыта, а кому-то больше. Попал, но не пробил. Так, мне придется, наверное, передвинуться в нижнюю часть, потому что там наверняка... Так, или мне зайти сзади, что ли? Броня не пробита. Так, броня у меня не пробита. Если сейчас он откатится назад, то я войду вниз и попробую. Тут арта хорошо работает у него. У них в команде. Что я, наверное, закатываюсь вниз. Да. Думаю, что это будет правильнее. Пробитие. Противник уничтожен. Есть пробитие. Поврежден. Пробитие. Готов. Так, я, в общем, был в напряжении, но, судя по всему, я сумел спастись. В общем, только чудом я остался в живых. Но игра была довольно интересная. Я сам, конечно, не всегда ожидаю что-то интересного в самом себе, но тут у меня 1810 очей, да, жизней. Но вообще, конечно, у меня это бывает не так часто, это редко так бывает, но иногда это бывает. И, конечно, в этом смысле у ИСа есть возможности больше, конечно, чем на КВ-85, потому что понятно, что здесь количество урона больше. Но у меня и пушка не самая такая навороченная, тут еще есть получше. Он, правда, подольше заряжается, 10 секунд с лишним заряжается. Так, а этот поменьше, кажется, у меня. Ну что ж. Нам надо будет... Да, тут еще есть возможность отыграть кое-что, но тут боюсь, что меня могут тут легко обобрать. Ага, подобрали. Так, я не буду сильно высовываться. Почему? Потому что я что-то хочу поиграть. Тут одним выстрелом могут спокойно отыграть и все.
Таким образом, ладно, я сейчас подожду, что тут вообще происходить будет. Так, попробуем пострелять. Пробитие. Да, вот видите, попал. Мне нравится, почему это танк, почему? Потому что он точный. Ну, конечно, если он меня сейчас... Так, кажется, не попал. Так. Судя по всему. Так, у нас... Нам тут никто не угрожает. Все, один танк у них остался, и его там, я думаю, доберут. Ну и моя задача... О, блин. Да, я тут ошибся. Жестоко ошибся. Ну вот таким образом закончилась игра. И что у нас получилось? У нас получилось, что мы наработали 2204 урона, да? И 2 танка сумели подбить. Ну, в общем, и вот смотрите, результат каков, да? Технику подбили. И сколько у меня было боекомплекта. И я все равно ушел в минус 1120. То есть 1120, да. Почему? Потому что снаряды, они вот дорогие. Оказалось бы, что нахожусь вот, вхожу в пятерку, да, по количеству уронов. Но и тем не менее ушел в минус. Вот таким образом играет ИС-3. Тут даже ордена есть, конечно, но по результатам серебра, конечно, тут результата практически нет, да, и мы ушли в минус. Но давайте я все равно проведу 10 игровых тестовых игр и посмотрим, что у нас получится. На данный момент мы отыграли одну игру, и у нас 113 тысяч, а там, по-моему, было у нас 114, да, примерно. Ну что ж, посмотрим. Ждите окончания тестовой игры. Я думаю, в следующем эпизоде видео вы это увидите. Ну так вот, мы завершили 10 игр всего на X3 и подведем краткие итоги. Мы начинали со 114 тысяч серебра, а теперь после 10 игр на X3 у нас осталось 92 тысячи, то есть мы ушли в минус. Минус небольшой, но минус. Давайте я вам покажу, как я отыграл. Я сделал скриншоты игр и хочу показать, как шла игра. Вот тестовая игра. Ну и это вторая игра уже, она у меня пошла с поражением. И видите, что урона, ну, моя позиция была, в общем-то, среди середняков, в золотой середине, и здесь ушел в минус 6000, да. Следующая игра также закончилась поражением. Вообще я тут был внизу уже, и урона, в общем, немного, и ушел в минус 8000.
Следующая игра опять поражение. Но, правда, урона больше, чем 1000. И ушел в минус почти 5000. Затем была победная игра. Где-то опять в середине 1200 урона. И получил серебра 8 с лишним тысяч. В плюс пошел. Потом опять поражение. Но видите, сколько 25 тысяч серебра за 2000 с лишним урона. 2338 урона. И тут, правда, остался в живых. И так, по-моему, тут я остался в живых. Да, выжил, нет. Так, выжил, да, выжил. И тут остался в плюсах. Следующая игра опять с поражением. Правда, урона 1470. И тут ушел в минус, потому что не выжил. Дальше была игра в ничью. Так, 1000 урона и остался в плюс 7000. Опять поражение. Но тут вообще я был в глубоком дне, да. И ушел в минус 10 тысяч. Тут опять поражение. Урона, правда, было 767 немного. И минус 6000. Вот таким образом было отыграно 10 игр. Было отыграно 10 игр. И каков вывод? Вывод следующий, что на ИС-3, чтобы играть в плюсах, нужно быть очень хорошим игроком. Тогда, конечно, возможно, вы всегда будете в плюсах. Но опять-таки скажу, что очень хорошо играют немногие. А для многих, кто играет в среднее, конечно, на ИС-3 зарабатывать серебро невозможно. Лучше на КВ 85 6 уровня, как показывает практика, да. Ну, в общем, иначе говоря, на танках 5-6 уровня можно зарабатывать серебро, а уже 8, 9, 10 там уже сложновато, я думаю. Ну, вот практика показывает, что на ИС-3, на 8 уровне практически сложно зарабатывать серебро. На этом я завершаю свое видео. Спасибо всем, кто выдержал вот этот длинный такой видеомарафон. Ну, задачу я свою выполнил. Я, во-первых, для себя, конечно, отсматривал, как я могу зарабатывать серебро с помощью японского танка, ну и 2 советских. Ну и сделал определенные выводы, что на КВ-85, конечно, лучше зарабатывать серебро и развивать. Ну и, в общем, покупать всю остальную технику. С вами был в игре Тадархан. Спасибо за внимание.